Она будет доступна как для персональных компьютеров, так и для версия будет для, мобильная версия будет для телефонов. Правда, пока вместо цифрового формата только бумажный, но скорой реализации проекта по созданию новой информационной базы у Мусыплиева с коллегой нет сомнений. Программное обеспечение под названием «Будь в курсе» позволит размещать актуальную информацию о федеральных целевых проектах, этапах их финансирования, порядке формирования кадрового потенциала и вести детальный мониторинг за реализацией нацпроектов. Суть программы – это доступ граждан России к мониторингу реализации национальных проектов на территории Российской Федерации. Там есть интересные, скажем так, разделы для инвесторов, для представителей малого и среднего бизнеса, в конце концов, просто для населения. Все-таки население имеет право знать, как и насколько эффективно реализуются национальные проекты на территории Российской Федерации. Информационная платформа для инвесторов и предпринимателей, а также населения, придуманная недавно, стала итоговой работой в рамках образовательной программы «Системный код управления регионом». Ее инициатор – Высшая школа госуправления РАНХИКСа. В течение 3 месяцев более 1000 участников из 36 региональных команд 4 федеральных округов принимало участие в различных мастер-классах, круглых столах и встречах. Из-за пандемии они прошли в онлайн-формате. Среди них и команда из Ингушетии. В составе 7 человек обучение проходили представители от разных министерств и ведомств. Участие в программе инициировано главой региона Махмудом Али Калиматовым. Цель проста – улучшить с помощью таких образовательных курсов кадровую политику республики. Несмотря на немалый опыт в управленческой деятельности, Мухажир Албаков отмечает, на таких встречах перенял много интересных методик и практик. Узнали, как управлять регионом, как взаимодействовать с другими регионами, допустим, для продвижения той или иной программы, как можно продвинуть эту программу. Допустим, разговаривая с инвесторами, я уже более глубоко знаю, как кого можно заинтересовать. Очный этап проходил в Ростове-на-Дону, где участники демонстрировали свои знания уже на практике. К примеру, как наладить инвестиционный климат в том или ином регионе. Команде из Ингушетии достался Хабаровский край. Насколько удачно справились участники, говорит грамота. Общий балл 290, Республика Ингушетия вышла на 1 место из 10 команд. На период до 2025 года нашей команде надо было разработать механизм выведения Хабаровского края, его валового внутреннего продукта и других экономических показателей на положительный уровень. Такая электронная игра, но с учетом того, что Хабаровский край, территория очень огромная, с мощнейшей инфраструктурой, да, поначалу было тяжело, скажем так, сгруппироваться и определить наши шаги, нашей команде. Но визитной карточкой стало все же программное обеспечение по нацпроектам. Разработкой занялись совместно с Кабардино-Балкарией. Защитив его, наш регион вошел в 3 лидеров по СКФО. Проект амбициозный. К 2024 году, мы надеемся, будет уже реализован по территории всей Российской Федерации. Ну а создание такого проекта – заслуга той же образовательной программы. Ее суть – научить командному взаимодействию двигаться к цели сообща очень хорошо усвоили наши участники. И такую же практику намерены внедрять и на своих рабочих местах. Дана Плиева, Марбек Миржоев, Новости 24.